Здравствуйте, уважаемые ребята! И снова с вами я, Алмай Ламанна, и снова мы с вами говорим о ЕНТ. Наверное, со всех сторон уже вас атакуют то учителя, то родители, а чаще всего все и сразу. Осталось 2 месяца до ЕНТ, осталось 10 недель до ЕНТ, у тебя всего 30 дней. Знакомо? Знакомо, наверное. Да, ЕНТ не отменяется, несмотря на дистанционное обучение. И оно уже скоро, а ты никак не можешь настроиться на подготовку. Хотя ты в полной мере осознаешь важность этой работы, но откладываешь и откладываешь. Не спеши причислять к себя к лентяям. Чаще всего здесь лень ни при чем. Это состояние называется прокрастинацией. Ведь лениться иногда и понемногу даже полезно, а вот прокрастинация до добра не доведет. Прокрастинация – это когда ты откладываешь на завтра все свои важные дела, и так каждый день, находя себе оправдание. Бывает, проснешься, как птица, крылатой пружиной на взводе, и хочется жить и трудиться. Но к завтраку это проходит. Бывает ведь? Естественно. Помните, что мотивация – вещь капризная и непостоянная, и если вдруг захотелось жить и трудиться, не откладываем в долгий ящик, а приступаем как можно скорее. Как вернуть себе мотивацию своей силы и как не сбавлять темп перед самым ответственным испытанием, завершающим школьную жизнь, постараюсь рассказать обо всем по порядку. Итак, сделай шаг, и дорога появится сама собой. Самое главное – сделать первый шаг, самый сложный. Заставь себя начать, и дело пойдет. Второе. Найти мотив. Пробуди в себе мотивацию методом кнута или пряника. Подумай о том, что ждет тебя, если ты подготовишься к экзамену и если не подготовишься к экзамену. Можно составить карту желаний, на которой будет изображено все, к чему ты стремишься. Эта карта будет тебя еще лучше мотивировать, если ее повесить перед глазами, например, над своим столом. Третье. Награди себя. За каждый выученный и усвоенный вариант тестника награди себя чем-нибудь приятным. Но тут главное быть честным с собой, не переборщить с наградой. Далее. Начать с интересного. Если предмет тебе не интересен, кажется скучным и сложным, начни с темы, которая хоть немного интересна или понятна. А может быть просто по этой теме короткий параграф. Есть вариант поискать в интернете сайты, где интересно рассказывается о сложных вещах. Задай в поисковике запрос по нужной теме. Ну, а вдруг тебе повезет? И ты увлечешься. Пятое. Составить план и расписание. Составь список тестов на какой-то период и по мере прохождения тестов вычеркивай соответствующие пункты списка. В любом случае, каждый вычеркнутый из списка пункт – это небольшое облегчение. Чем меньше остается пунктов, тем легче идет работа. Очень важно готовиться к экзаменам в группе. Некоторые особо сложные или скучные вопросы можно разбирать в компании друзей, одноклассников. И это можно делать даже дистанционно. Потому что одна голова хорошо, а сразу несколько лучше. Читайте, пересказывайте друг другу материал, задавайте вопросы и вместе ищите ответы. Скорее всего, когда вы обсуждаете вместе, вопросы запомнятся вам наиболее ярко. Как ты обычно готовишься к тестам? Часами сидишь за столом, лежишь на кровати или на полу с учебниками и тетрадями. А ведь знаешь, что специалисты говорят, чтобы обеспечить нормальную работу мозга, необходимо двигаться. Поэтому каждый выученный вариант тестов можно закреплять подходом, например, из 10-15 приседаний, отжиманий, упражнений на пресс и так далее. Ведь классно же, и тест выучишь, и себя в форму приведешь. Делиться своими успехами – это очень важно. Это может быть стимулом для твоей подготовки к тестам. Можешь договориться с друзьями, одноклассниками о том, что ты начал подготовку, и каждый день будешь отчитываться перед ними, сколько ты вариантов сделал. А если ты еще расскажешь и какую-то тему, то тогда, наверное, в ответ услышишь не только искреннюю похвалу, и это вдохновит тебя на дальнейшую работу. И самое последнее. Каждый день делать хотя бы один шаг на пути к своей цели. Допустим, что ваша цель – это 100 баллов на ЕНТ. До ЕНТ осталось меньше 10 недель. Да-да, я опять вам об этом напоминаю. А значит, хорошо бы распределить задания по неделям. Например, каждые 7 дней подробно разбирать энное количество вариантов. Грамотное распределение оставшегося времени позволит тебе чувствовать себя спокойнее и увереннее, а успешно изученные задания будут вдохновлять двигаться дальше.
Ну вот, ребята, 9 шагов по возвращению мотивации сделаны, теперь можно браться за работу с новыми силами. Да, непростая задача, каждый день становиться лучше, но это же как в биологии, движущей силой эволюции является что? Правильно, борьба за существование и естественный отбор. А выживает в нашем случае, добивается успеха кто? Ученики с высокой мотивацией. Удачи вам, ребята, на ЕНТ, и еще не поздно готовиться. Начните прямо сегодня.